истории Евразии трудно найти другую великую державу, кроме России, в судьбе которой военное дело сыграло бы столь ключевое значение. В самом деле, в развитии других стран ведущую роль играли либо торговля, либо развитие политических институтов, либо религиозные учения. Однако становление государства российского в первую очередь связано с процессом развития его вооруженных сил. И тому было немало причин. Состояние военного дела и вооруженных сил всегда были отражением экономики, социальных отношений и, главное, геополитического положения той или иной страны. Всегда найдется тот, кто пожелает распространить свое влияние, военное, культурное или экономическое, на земле своего соседа, который, в свою очередь, с этим не согласится. Тогда возникает конфликт, ведущий к войне. Вооруженные силы России всегда формировались под влиянием военных традиций как Запада, так и Востока, что было обусловлено ее географическим положением. Киевская Русь на заре своей истории столкнулась сначала с печенегами, а затем с кыпчаками-половцами, которые с 60-х годов XI века совершали систематические набеги на русские земли. Киевские князья пытались разбить силы противника в генеральных сражениях, но неудачно. В 1068 году на реке Альте русское войско потерпело сокрушительное поражение от половецкого хана Шарукана. Шарукан – половецкий хан, совершивший ряд успешных походов на Русь в конце XI – начале XII веков. Владел городом Шарукань, который носил его имя и находился недалеко от современного Харькова. В 1093 году русские князья были разбиты на реке Стугне половецким предводителем Тугарканом. Военное преимущество кочевников в тактике, технике лучной стрельбы и скорости передвижений было очевидно. Это заставило русских приспосабливаться к реалиям времени. Военное дело, конечно, это процесс взаимодействия с противником. То есть это общая универсальная истина. Поэтому так легко различные народы заимствуют друг друга виды вооружения, отчасти даже тактику ведения боя. И в этом отношении, начиная с Киевской Руси, мы видим, что военное дело на Руси развивается во многом в результате противостояния с кочевниками. То есть начиная с половцев и потом уже созданием Золотой Орды, во многом русское военное дело ориентируется на вот эти степные традиции, ведение военных действий, виды вооружения. Первоначально войско Киевской Руси состояло из пехоты и флота, перевозившего княжеские дружины по рекам и морям. Кавалерии как таковой не существовало, так как конский состав использовался лишь для передвижения. Прибыв на место, воины спешивались и сражались в пешем строю. Вооруженные столкновения с конницей венгров, печенегов и половцев, осыпавших неподвижные цепи русских полков тучами стрел на безопасном для себя расстоянии, заставили создать собственные конные полки. Когда кавалерия, новый для Руси род войск, была создана, тогда и наступил перелом в борьбе с половцами. Взаимодействие конницы и пехоты, которой не было у степняков, обеспечило русским преимущество. И вот в 1096 году объединенные силы Киевской Руси нанесли первое крупное поражение половцам во главе с Тугарканом на реке Трубеж. Тугаркан – половецкий хан, известный своими походами против печенегов, русских и византийцев. В русский фольклор вошел под именем Тугарина Змеевича. Погиб в битве на реке Трубеж в 1096 году. Противостояние Руси и Половецкого поля с переменным успехом для обеих сторон длилось почти 2 века. После реки Трубеж была Каяла, где был пленен князь Игорь, герой оперы «Бородина». Но все это было лишь прелюдией гораздо более тяжким испытанием для Руси и полному исчезновению половцев как самостоятельной политической единицы. В XIII веке началось монгольское нашествие на страны Восточной Европы. 31 мая 1223 года в сражении на реке Калке 100-тысячное русско-половецкое войско было на голову разгромлено всего лишь 20 тысячами монголов под командованием полководцев Субедея и Джабе.
Это событие показало всю мощь монгольской военной машины, сокрушившей к этому времени Китай и страны мусульманского мира. Современные исследователи доказали, что для завоевания Руси, Польши, Венгрии, Болгарии хватило всего 3-4 тумен, то есть 30-40 тысяч войск. Монгольское войско в то время было самым боеспособным в мире. Главное ноу-хау монголов состояло в ведении дистанционной войны за счет подавляющего превосходства в лучной стрельбе. Не вступая в прямой контакт, они буквально расстреливали силы противника, приводя его боевые порядки в расстройство, а затем начинали беспощадно преследовать и истреблять отступающих. Поскольку вооруженные силы Руси фактически перестали существовать, московским князьям пришлось создавать все заново. Чтобы решить эту задачу, понадобилось почти 2 века, в течение которых шел процесс усвоения достижений монгольской тактики ведения войны. Даже терминология, допустим, если взять экипировки и вооружения русского дворянина, сына боярского 16-18 веков, мы увидим, что там треть терминов, по крайней мере, просто тюркского происхождения. То же самое касается отдельных тактических элементов, например, построения русского войска. Что такое Исаул, Артаул и так далее. Да, это все заимствовано из тактики ведения боя степными, так сказать, противниками. И здесь, в общем-то, можно сказать, что русская армия, русская тактическая мысль, она в какой-то степени действительно отставала даже от тех традиций, которые были приняты в классических кочевых государствах, поскольку это связано с типом хозяйства. Одним словом, чтобы сражаться с кочевниками-монголами, русским самим нужно было стать кочевниками. Победа, которую одержал князь Дмитрий Донской на Куликовом поле в 1380 году, не означала еще конца ордынского ига, как и не была показателем окончательного превосходства русских над Ордой. Она имела в большей степени моральное значение, поскольку в Куликовской битве рухнул миф о непобедимости монголов. Победа над Ордой и ее наследниками, Казанским, Астраханским и Сибирским ханствами, в конечном итоге была достигнута не за счет освоения монгольской тактики войны, в которой русские все равно бы уступали кочевникам, имевшим соответствующий культурно-хозяйственный тип. Превосходство было достигнуто, как бы сегодня сказали, за счет асимметричного подхода. Когда русские сражались с Мамаем на Куликовом поле, на Балканах происходили грандиозные события. В 1389 году турки-османы разгромили сербскую армию в битве на Косовом поле. В 1396 году были разбиты объединенные силы крестоносцев Венгрии, Франции, Венеции и рыцарей ордена Госпитальеров под Никополем. В 1444 году была уничтожена армия крестоносцев Польши, Венгрии, Богемии, Валахии, Хорватии, Литвы и Тевтонского ордена под Варной. В 1448 году армия венгров и валахов во второй битве на Косовом поле. Наконец, в 1453 году османский султан Мухаммед II Фатих взял штурмом Константинополь и сделал его столицей своей империи. Потрясающие победы турок над европейцами в XIV-XVI веках показали, что их армия стала сильнейшей в мире. Неудивительно, что великий князь Иван III, а затем царь Иван IV обращали свои взоры в сторону Турции, а теоретически обосновал этот выбор Иван Пересветов. Иван Семенович Пересветов – русский философ права и писатель, автор сказания о Магмед-Салтане, в котором ставил в пример государственное устройство Османской империи. Этот служилый человек, который провел полжизни в Европе, воюя за разные европейские государства, тем не менее образцом для построения вооруженных сил считал Османскую империю. То есть противника, с которым он постоянно сталкивался в ходе вот этих европейских войн. И по мнению Пересветова, структура вооруженных сил Османской империи была идеальной. Он считал, что Россия должна ориентироваться на Османскую империю не только в плане построения государства, но и в том числе создания вооруженных сил. Например, он, в частности, доказывал Ивану Грозному, что государство должно брать за основу вооруженных сил не полки бояр, как это было в средневековой России, да, а массу
мелких служилых людей, которые напрямую подчиняются государю. В это самое время армии европейских государств были исключительно наемными, в которых воевали профессионалы. Их содержание обходилось казне очень дорого. У московских князей, а затем царей, не было достаточно средств, чтобы по европейскому образцу завести наемную армию, поэтому было решено скопировать османскую систему. Основную массу турецкого войска составляли сипахи, конные воины, получавшие от государства тимары, то есть определенную собственность, будь то поместье, торговая лавка или харчевня. Таким образом, государство избавлялось от необходимости платить им жалования. Янычары, султанская пехота, также обходились казне не слишком дорого, поскольку они были рабами султана и находились на государственном обеспечении. Материальных запросов у них поначалу было немного. Кров, еда, немного карманных денег, а перспектива сделать военную или административную карьеру огромные. Основа дворянской конницы, безусловно, она ориентировалась на именно образцы Османской империи. Вот аналогичных вещей не было ни в Золотой Орде, когда государство является основным, можно сказать, донором вооруженных сил через натуральные виды оплаты, то есть через определенные не денежные доходы, то есть через, например, поместное землевладение. Это вот классическая структура тотальной государственной собственности, которая передается на условное держание. В данном случае условие владения землей для мелкого служилого человека являлась служба, военная служба. Да? Таким образом, Иван IV, взяв за основу турецкий опыт, создал поместную дворянскую конницу и стрелецкий корпус русских янычар. Кроме того, была создана осадная артиллерия, благодаря которой турки, собственно, взяли Константинополь и другие города. Реорганизовав армию и государственную машину, царь разгромил Казанское и Астраханское ханство. При нем же началось завоевание Сибири. В XV веке в Европе и в Османской империи произошла Великая огнестрельная революция. Войска вооружились пушками и мелким стрелковым оружием, аркебузами и мушкетами. Луки и арбалеты ушли в прошлое. Русская армия также оснастилась огнестрелом. Появились пушки, пищали и тюфяки, то есть ручные самопалы. Турецко-персидское слово «тюфенг», то есть трубка, наглядно указывает на адрес заимствования. Однако при всей схожести османского и русского устройства армии между ними большое и принципиальное различие. Если турецкая тактика была сфокусирована на ведении войны с европейцами, то московская — на борьбу с нагайцами и крымскими татарами. Поэтому, когда в начале 17 века в Московское царство вторглись поляки и шведы, воевавшие по всем канонам военной науки Запада, русские войска не смогли им противостоять. Москва была захвачена интервентами, а само государственное здание России едва не погибло. Тогда последовала новая волна реформ. То стрелецкое войско, которое было создано в XVI веке, уже было недостаточным. Поэтому сам характер боевых действий привел к тому, что российские военные того времени, XVII века, они начали заимствовать тактику своего противника для того, чтобы удачно воевать. Для противоставления степной коннице использовались части национальной конницы, это в первую очередь башкиры, затем калмыцкая конница привлекалась на военные действия. Основу новой армии составили 4 немецких и 8 русских солдатских полков, которые находились на полном государственном обеспечении, получали жалования, стандартизированное оружие, были обучены строевой ходьбе и маневрированию. Кроме того, была многократно усилена огневая мощь подразделений, которые, построившись в каре или линии из нескольких шеренг, могли вести непрерывную стрельбу по противнику. Однако двуглавый российский орел смотрел на запад и восток. То, что было эффективно на западе, не всегда было столь же успешно на востоке. Например, использование европейской тактики было бесполезно в степной войне, что наглядно показало башкирское восстание 1704-1711 годов, так называемая Алдаровщина. Отсутствие собственной легкой кавалерии правительство восполняло за счет национальной конницы.
Фактически, реорганизация русской армии на западный манер была осуществлена уже при царе Алексее Михайловиче, а его сын Петр лишь довел дело вестернизации всего государства до логического конца. Регулярная армия, пехота в основном, она не могла удачно воевать. Поэтому привлечение национальной кавалерии, в первую очередь башкир и калмыков, оно оставалось очень важным, потому что казачества еще было достаточно мало, очень важным. Казачество, правда, и создавалось в течение 18 века, бесконечно новые казачьи войска создавались. Ну, у нас вот здесь было создано Оренбургское казачье войско. Это все должно было покрыть нехватку кавалерии. Русская военная мысль заимствовала и восточную тактику, и европейскую тактику. Она была такая интегральная. Боевое крещение «Новая русская армия» получила в ходе тяжелой Северной войны 1700-1721 годов. В первом же сражении под Нарвой шведское войско, уступавшее противнику в живой силе почти пятикратно, на голову разгромило армию Петра. Это поражение свидетельствовало не столько о слабости русских солдат, сколько о полководческом гении Карла XII. Карл XII, король Швеции, в 1697-1718 годах, выдающийся полководец, прозванный шведской поэзией «последним викингом». Турецкие янычары за твердость и упрямство дали ему прозвище «Демирбаш», то есть «железная башка». В ходе Северной войны русская армия приобрела бесценный боевой опыт и превратилась в одну из ведущих армий мира, что и показали победы в последующих войнах. В ходе русско-турецкой войны 1672-1681 годов и проходившей почти синхронно польско-турецкой войны 1672-1676 годов армия Османской империи одержала победу над противником и оккупировала всю правобережную Украину. В ходе русско-турецкой войны 1735-40 годов русские войска сумели нанести туркам ряд поражений. Однако внезапный разгром Австрии, союзницы России, вынудил Санкт-Петербург пойти на уступки и отказаться от всех завоеваний. Нечто похожее произошло и на Европейском театре военных действий, когда в ходе Семилетней войны 1756-63 годов русские войска разгромили Пруссию, тогдашнюю законодательницу в области военных наук. Но в конечном итоге победа была добровольно уступлена русским императором Петром III своему кумиру, королю Фридриху II. Фридрих II или Фридрих Великий, известный также по прозвищу Старый Фриц, король Пруссии в 1740-1786 годах, один из основоположников прусско-германской государственности. Человек, увлекавшийся философией, музыкой, которого отец считал недостойным руководить прусским государством, в итоге стал создателем прусской военной машины. Прусской армии и, можно более того сказать, прусского духа, который пронизывал немецкую историю вплоть до поражения во Второй мировой войне. Именно при нем армия стала играть решающую роль в государстве. Не армия для государства, а по сути государство стало неким инструментом, который обслуживал армию. Фридрих был новатором военного дела. Именно он ввел в линейную тактику ведения боя так называемую «косую атаку», когда на одном из флангов создавалось численное преимущество в виде уступа, чем разрушался боевой порядок противника. Переход к косой атаке, он потребовал огромной слаженности работы солдат и офицеров, и, соответственно, постоянной муштры как необходимого элемента постоянной военной службы. Что, конечно, в условиях такого ситуации, когда в других староевропейских государствах такая муштра не применялась, приводило к тому, что служба в прусской армии не была самым великим удовольствием. Именно поэтому Фридрих II любил повторять, что солдат должен больше бояться палки ефрейтора, чем пули врага. Так или иначе, в ходе Семилетней войны маленькая, но воинственная Пруссия разгромила саксонскую, австрийскую, французскую армии. Однако русская армия оказалась Фридриху не по зубам. Сражения при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе закончились поражением пруссаков. Секрет побед заключался не только в героизме простого русского солдата, но и действенности собственной тактики ведения боя.
оптимальный вариант, он уже возникает к середине XVIII века, когда начали заимствовать интегрально и восточный опыт, начали заимствовать европейский опыт, переводя его на русскую почву. Мы это видим по Семилетней войне. Семилетняя война – очень интересный этап, когда все две тактики, две стратегии русского военного командования слились в одном направлении. Русская армия перешла границу, начала вести боевые действия в Пруссии, но на поддержку русской конницы, которой не хватало, были привлечены башкиры, так называемая четырехнародная команда, башкиры, калмыки, мишари, и были привлечены сами калмыки астраханские. Массовое участие национальной конницы, башкир, мишарий и, собственно, калмыков положило начало европейской фобии перед Россией, как обиталищем азиатских орд, жаждущих уничтожить Запад. К концу XVIII века военная наука уже давно стала классикой, без следования которой невозможно было ведение ни одной европейской войны. Она быстро превращалась в догму, сковывавшую творческую мысль. При решении тех или иных боевых задач полководцы более полагались на учебники, чем на свой здравый смысл. В этот момент генерал Суворов задал новую максимум в военном деле: в кабинете врут, а в поле бьют. Одним из первых он начал рушить закостенелое руководство по ведению боя, всегда предлагая неординарные подходы, надеясь больше на импровизацию, чем на готовые рецепты. «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное», — говорил Суворов. Суворов очень внимательно изучил прусские военные уставы, наставления и документы, связанные с тактикой, стратегией действия, органично их переработал и внес на русскую почву. Надо строить большие каре, то есть защищать пехоту от кавалерийских нападений, потому что там была в основном кавалерия у турков. А воюя с европейцами, он писал с французишками, надо строить армию колоннами. То есть он предполагал два варианта стратегии боевых действий. Взятие русскими войсками под командованием Суворова турецкой крепости Измаил и переходе через Альпы были наглядной демонстрацией принципа знаменитого полководца «делай то, что противник считает невозможным». Не случайно он считается предтечей Наполеона. Вот что писал о последнем сам Суворов. «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун. Вот мое заключение. Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Великие таланты военные достались ему в удел, но ежели на несчастье свое бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, он погибнет». Как говорится, как в воду глядел. Наполеон был непобедим до тех пор, пока император не победил в нем генерала, пока безумная идея покорения всего мира не подняла против него весь мир. Иногда западные военные теоретики говорят, ну что, например, ваша вот Отечественная война 12 года. Ведь русские не выиграли практически ни одного сражения. Наполеон победил во всех сражениях тактически. Он победил в Смоленском сражении, захватил Смоленск. Он победил в Бородинском сражении, заставил русскую армию отступить и вошел в Москву. Он победил и в Малоярославецком сражении. Он взял, в конце концов, город Малоярославец. Другое дело, что двигаться он дальше уже не мог, потому что видел, что напротив него стоит вся русская армия, и ему пришлось уже отступать. Но здесь как раз мы говорим о гении Кутузова как военном гении, когда он, понимая, что воевать с очень опытным, выдающимся полководцем достаточно тяжело, он применил тактику, опять-таки характерную для русской армии XVIII века, тактику маневрирования. Кутузов с успехом применил старую азиатскую тактику изматывания противника и заманивания его вглубь страны, поля которой стали могилой для французской армии. Недаром Наполеон назвал русских скифами. Если на территорию России вторглось 600 тысяч наполеоновских солдат, то обратно удалось вырваться лишь 30 тысячам полуживых беглецов. В изгнании захватчиков участвовало 20 башкирских конных полков. Судьбу Наполеона через 130 лет повторил Гитлер. Вермахт превосходил советскую армию технически и тактически, но стратегически немцы проиграли. В итоге весной 1945 года, как и 185 лет ранее, во время Семилетней войны, в Берлин вступила нога именно русского солдата. Как и в 1760 году, в Германии был слышен гул копыт башкирской кавалерии.
Современные вооруженные силы Российской Федерации, безусловно, занимают почетное второе место после армии США. Однако в современном мире мало находиться на приемлемом уровне военно-технической мысли. Для успешного противостояния возможным угрозам необходимо иметь соответствующую экономику. Как говорится, каков тыл, такова и армия. Важен также и мобилизационный потенциал, то есть подготовленный резерв. На сегодняшний день можно говорить о 3 армиях в мире, которые имеют настоящий подготовленный запас резервистов. Это армия США, потому что там есть система национальной обороны и так далее. Там готовят резервистов очень хорошо, и это оплачиваемая работа, это считается очень почетная, патриотизм для американцев участвовать в подготовке резервистов. Это армия Израиля, потому что там, собственно говоря, все население, мужское и женское, должны служить в армии, они все резервисты на случай войны. И это армия Китая. Завоевательные войны всегда облекались в то или иное идеологическое обрамление, несение некой цивилизационной миссии или истинной религии. В средние века возникло понятие священной войны, которая воспевалась поэтами. Война как таковая считалась делом благородных классов, рыцарей, дворян, самураев и вообще единственно достойным занятием. Но за высокими идеалами и красивыми фразами всегда скрывались вполне прагматические и земные цели. Существовала и обратная точка зрения, изложенная в V веке до нашей эры китайским военным стратегом Сунь Цзы, который писал: «Война — это как огонь. Люди, которые не сложат оружие, погибнут от собственного же оружия». А китайская пословица гласила: «Из хорошего железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат». Однако пацифизм китайского мыслителя – это лишь оборотная сторона того же лицемерия, воспевающего войну, поскольку Китаю также не были чужды идеи экспансии и мирового господства. Так или иначе, повсеместно установилась конвенциональная установка, что война – это неизбежное зло, присущее человечеству с начала времен. А Наполеон сформировал классический принцип: народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую.